Жители местечка Сосновая Поляна в Сыктывкаре с нетерпением ждут, когда откроется новая школа. Строительство ведется в рамках национального проекта образования. Сейчас к школе прокладывают асфальтированную дорогу. Практически завершилось благоустройство территории. Как в школе готовятся к приему детей, узнала Ольга Коняева. Местечко Сосновая Поляна – пригород Сыктывкара, часть городского поселка Краснозатонский. Пока местная детвора ходит на учебу за несколько километров. Но вот-вот откроет двери новый корпус. Для жителей это не только безопасность детей, это обучение только в одну смену, рабочие места, новая дорога и тротуары. Школа, конечно, у нас будет вообще всем школам школа, наверное. В новой школе пока не слышно детских голосов, не идут уроки из штата. Здесь только сотрудники по хозчасти. Наводят, как говорится, лоск. Собрать мебель, установить оборудование. Осталось нанести последние штрихи. Вот, пожалуйста, здесь у нас кабинет начальных классов. Оборудован для деток парты хорошие, стульчики. Тоже вот так вот числи, да? Пожалуйста. Красиво все, аккуратненько. Парты у нас поднимаются. Можно отрегулировать парту. Для начального звена свое крыло в здании. Потолки высокие, много света, окна большие и при этом тепло. Оснащение кабинетов самое современное. Приходили детки на день открытых дверей и как будто бы с таким желанием, что хотят сюда идти учиться. Мы ждем всех детей. Началось строительство в январе 2019 года в рамках национального проекта образования. Стоимость почти 500 миллионов рублей. Сейчас школа проходит процедуру лицензирования. Учиться здесь могут и дети с ограничениями по здоровью. Безбарьерная среда обеспечена на всех этапах. Доступная среда в школе – это лифт, санитарные комнаты, специально оборудованные фонтанчики, раковины, надписи шрифтом Брайля и даже пандус на сцене в актовом зале для людей с ограниченными возможностями. Панорамные окна, двери со стеклами на европейский манер. Каждый этаж имеет свой цвет – желтый, зеленый, оранжевый. Продвинутая техническая начинка, специальная приточно-вытяжная система вентиляции, автоматизированный тепловой пункт и газовая котельная. Но больше всего поражают размеры. Строили с размахом. Школа в целом просторная. Большие кабинеты, широкие рекреации, огромные залы, спортивный и актовый. Библиотека, как отдельный мир. Сюда уже завезли мебель, столы, стеллажи. А еще здесь есть специальные просторные книгохранилища. И таких тут 2. Благоустройство территории практически завершено. Спортивные объекты, дорожки. Здесь уже есть даже своя аллея памяти. Деревца посадили в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Помогали, конечно, и будущие ученики. Многие родители уже записали сюда своих детей. Для школы подбирают кадровый резерв. Проект уже на последней стадии. Укладка дороги идет полным ходом. Контракт был подписан 18 числа. На сегодняшний день у нас под асфальт подготовлено перекресток с улицы Трактовой, Михайловской улицы Трактовой. Там практически сегодня мы закончим, можно будет асфальтировать. В данный момент мы сейчас снимаем с другого конца нашего объекта, это перекресток с улицы Алешинской. Сегодня начали работать здесь. Вот так постепенно, с двух концов мы и пойдем навстречу друг другу. Как только завершится установка водопропускных труб, подготовка земляного полотна, работа пойдет быстрее, говорит подрядчик. До конца октября обустроят 1200 метров дороги и тротуара. Ненадежная грунтовка уступит место асфальту. Будет курсировать школьный автобус, для которого предусмотрены остановки и разворотная площадка. Ольга Коняева, Олег Юшков, телеканал Юрган.